Интинский школьник получил признание среди более 1500 ребят со всей России и ближнего зарубежья. На прошедшем в Москве с 30 января по 1 февраля 22-м Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева Мурат Тажудинов занял 3-е место в выбранной секции. Исследовательскую работу Мурат и его наставник, педагог русского языка и литературы Ольга Мягкова, готовили несколько месяцев. О конкурсе, который проводит Фонд сохранения наследия Дмитрия Ивановича Менделеева, было известно давно, но вот именно приняли решение принять участие в этом конкурсе в этом году. Самым сложным было найти баланс между историческими фактами и современными требованиями к туристическому продукту. Мы работали с архивными данными, актуальными картами района, чтобы проект был не просто теорией, а реальным планом действий. Мурат Тажудинов – ученик 10 класса школы номер 8. Юноша успешно учится, уже сейчас нацелен на медаль. После учебы занимается спортом, баскетболом. График расписан полностью. Но в новом учебном году Мурат решил попробовать себя еще и в исследовательской деятельности. Молодой человек уверен, было бы желание, а возможности появятся. Свободное время найдется всегда. Мне понравился конкурс тем, что есть возможность представить свой родной город, родной район, Интинский район в Москве на экспертную оценку жюри, которые могут дать советы по поводу развития своей темы проекта. Участники защищали свои исследования в 25 секциях в 4 потока. Это сотни выступлений, десятки направлений, невероятное разнообразие тем от серьезных фундаментальных исследований до смелых практических проектов. Интинец и его наставник выбрали секцию «Промышленность, экономика, туризм». Самое сложное было определить тему исследовательской работы. Она несколько раз менялась, в том числе при участии кураторов конкурса, которые помогали участникам на всех этапах создания работы. В итоге тема исследования Мурата Тажудинова звучит так: развитие туристических маршрутов на староосвоенных территориях арктической зоны города Инты и Интинского района как средство патриотического воспитания населения. Сложнее было писать работу, чем ее представить. Это была моя не первая поездка в Москву, но до этого я ездил проездом там летом, когда ездил в деревню к бабушке с дедушкой. В этот раз впервые вот такой формат был. Всего в конкурсе участвовали 1600 человек со всей России, более 80 регионов страны принимали участие. Я вижу огромный рост от школьного интереса к глубокому пониманию методологии исследования. Участие в таком конкурсе превратило Мурада в начинающего эксперта, способного грамотно представить свой регион на федеральном уровне. В рамках своей работы Мурат предложил 3 экскурсионных маршрута по Инте и Интинскому округу. Первый – от настоящего к прошлому. Это однодневное историко-познавательное путешествие протяженностью 120 километров, рассчитанное на 12 часов хода. Включает в себя посещение поселка Абись и его мемориального кладбища. Второй маршрут по следам первопроходцев направлен на погружение в историю первых геологических экспедиций, освоение угольных месторождений и знакомство с культурой коренного населения. И третий маршрут к сердцу Урала – экспедиция в долину реки Кажим. Мне этот опыт дал многое, дал пищу для размышлений, возможно, для дальнейшего развития этого проекта. На мой взгляд, самый интересный маршрут к сердцу Урала – экспедиция в долину реки Кажим. Это двухдневная экспедиция. Сначала туристы добираются до базового лагеря на транспорте повышенной проходимости, там разбивают лагерь и потом идут с экскурсоводом в пещеры различные, изучают. Несмотря на все переживания наставника, Мурат хорошо справился с защитой своей работы. Для юноши это уже не первый опыт подобного выступления. Несколько лет назад он представлял инициативу «Модернизация школьного музея» в проекте «Народный бюджет», после чего учреждение получило деньги на реализацию своей задумки. Но тогда это был региональный уровень, сейчас всероссийский. Вообще в этом конкурсе не топят детей, задают такие реальные вопросы. На
вопросы, на которые ребенок может ответить. Но в нашей ситуации, да, было достаточно много вопросов. Но вы знаете, я смотрела на лицо Мурада и не пыталась показывать какие-то свои эмоции, потому что я видела, что он абсолютно эмоционально спокоен, он готов к диалогу с экспертами. И мне очень понравились его ответы, он выдержал экзамен. Ольга Мягкова признается, что гордится своим подопечным, и вместе они подумывают о продолжении исследовательской деятельности. Конечно же, это были слезы радости, гордость за своего ученика и за наш Интинский район. Когда региональный проект получает признание в Москве, это подтверждает, что в нашей школе ведется работа высокого уровня, конкурентоспособная на уровне всей страны. По итогам конкурса Мурат получил 3-е место в своей секции. Его наставник награжден дипломом за организацию исследовательской деятельности и подготовку учащегося к финалу. Участие в конкурсе – это не только еще одно достижение в личную копилку, но и такие важные дополнительные баллы при поступлении.